шикарное оборудование, хорошее обслуживание, да. И хочется отметить работу некоторых врачей, очень внимательны. Демография, меры поддержки, условия для воспитания и образования в масштабах страны. Подробности в выпуске. Есть красивые слова. Мишура. Специально делается так. 50% правды, а 50% или 150 лжи. Думать головой и действовать сердцем. Истинная вера в борьбе с преступлениями на фоне болезни 21 века – экстремизма. Делегация представителей духовенства Ингушетии, имамы мечети и религиозные деятели посетили Крым. В селении Инарки открыли спортивную площадку. Досуговый объект теперь носит имя Руслана Катиева, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Детский хореографический ансамбль «Онгушт» стал лауреатом первой степени 2 фестивалей, которые прошли в Сочи. Это новости 24. Здравствуйте. Президент подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность главы правительства. В Госдуме сегодня депутаты фракции «Единая Россия» единогласно поддержали внесенную Владимиром Путиным кандидатуру главы Федеральной налоговой службы. Мишустин в своем выступлении отметил, что в новом правительстве будут изменения. Среди приоритетов своей работы на посту премьера он назвал нацпроекты и цифровую экономику. Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации инженер-системотехник. В 1992 году закончил аспирантуру этого вуза. В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук, доктор экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве страны защитил диссертацию на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России». В 1996 стал председателем правления Международного компьютерного клуба, некоммерческая организация, ставившая целью привлечения западных передовых информационных технологий в Россию. В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы страны Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. С 22 августа 1998 года заместитель руководителя Государственной налоговой службы страны. С марта 1999 года по март 2004 занимал должность заместителя министра РФ по налогам и сборам. С 22 марта 2004 года по 18 декабря 2006 руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Затем возглавил Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. С 2008 по 2010 курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развития бизнеса в регионах. В 2010 возглавил Федеральную налоговую службу страны. При нем началось активное развитие инноваций и современных технологий, различных электронных сервисов. С октября 2013 года является научным руководителем факультета налогов и налогообложения финансового университета при правительстве страны. Входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, правление Федерации хоккея России, член ученого совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны. Действительный государственный советник страны первого класса. Женат, имеет 3 сыновей. Социальное послание Владимира Путина может стать самым дорогим, с ежегодными расходами на уровне 500 миллиардов рублей. Для их финансирования предполагается задействовать в том числе резервы федерального бюджета. Президент связал будущее России с преодолением демографического кризиса, назвав низкие доходы населения прямой угрозой. Что будут предпринимать для того, чтобы выбраться из демографической ловушки? Именно об этом сюжет Ирины Цычуевой. Вам что, нравится? Нравится. Оно того стоило? Стоило.
Этому малышу нет и месяца, но он уже повышает показатели демографического роста населения республики. Только с начала 2020 года здесь, в Республиканском клиническом перинатальном центре, родилось больше 200 детей. Ингушетия в тройке лидеров среди субъектов России по количеству рождаемости. Для поддержки материнства и детства в республике созданы все необходимые условия. Современные палаты для матери и ребенка, термокроватки, оборудование центра в Ингушетии позволяет выхаживать детей даже с экстремально низкой массой тела, современные кувезы, палаты интенсивной терапии и не только. В целом условия в перинатальном центре очень удовлетворяют. Шикарное оборудование, хорошее обслуживание, да. И хочется отметить работу некоторых врачей, очень внимательны, профессиональны. Несмотря на демографический прирост в некоторых субъектах России, показатели в целом по стране остаются низкими. Эту социальную и очень важную тему в своем ежегодном послании затронул и президент России. Владимир Путин уверен, Россия в демографической ловушке. Нужно принять меры, чтобы изменить ситуацию. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил по предварительной оценке 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения, 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х. В 90-х годах, в 99-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с 2 детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка. Повторю, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. Президент отметил, судьба России и ее перспективы напрямую связаны с демографией. Многое зависит от того, сколько будет россиян, сколько детей родится в семьях страны через год, через 5 и 10 лет. Дети – это опора и будущее всего государства. На сегодняшний день в стране проживают почти 147 миллионов человек. Государство приняло меры для того, чтобы повысить число рождаемости. Приоритетный проект «Демография» направлен на решение таких важных для страны вопросов, как прирост населения и ее благосостояние. Президент страны отметил, что демография – это сфера, где нет универсального решения. Каждый новый шаг, решение или закон мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета, а это сбережение и приумножение народа России, пояснил Владимир Путин. Так важнейший, чувствительный вопрос – возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъекта федерации, дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Вы чего? Это значит, что мы создали 77,7 тысяч, да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать. А к 2021 году нужно создать 177,3. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но тем не менее это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел. Говоря о дошкольных учреждениях, высокая рождаемость требует, соответственно, учреждений, где будут получать дети дошкольное образование. В рамках реализации национального проекта «Демография» до 2021 года в Ингушетии будет построено 17 детских садов, 10 из которых с ясельными группами. Это позволит сократить очередность на 30%. Каждый детский сад примет 220 малышей, из них 60 ясельного возраста. Садики в республике строятся в районах, где острая нехватка мест и высокий прирост населения.
К примеру, в сельском поселении Галашки проживают больше 8000 человек. Света Хучибарова очень ждет открытия этого садика. В семье малолетние дети, новый дошкольный объект позволит ей выйти на работу. Мы очень рады, что в нашем селе откроют садик, очень ждали его. У нас много детей ясельного возраста. Дошкольные объекты откроют свои двери уже в этом году. В каждом садике будут созданы все условия для того, чтобы, как и сказал президент России, сделать детей настоящей опорой и будущим государства. Рина Цычоева, Новости 24. В Гамурзееве результативность выполнения стратегических целей нацпроектов проверили члены регионального отделения партии «Единая Россия». На территории округа строится несколько социальных объектов. Их и посетили депутаты. Тамара Хашагульгова продолжит тему. Сюрпризы погоды в виде дождя и снега для строителей, которые трудятся над созданием современного детского сада, не помеха. Сейчас его украшают только строительные леса, но совсем скоро это будет красочный фасад, уверяют они. Рабочие пытаются успеть в срок, ведь этот сад станет первым в Гамурзеево. Ну а затем, чтобы процесс протекал не только быстро, но и качественно, следят депутаты горсовета фракции «Единая Россия». От их зоркого взгляда не ускользнет ни одна деталь. Her машина проверки geliyor, закона. Her машина проверки нельзя. Her машина есть проверка. Проверки делают партии. Партии бетонопроводов, есть лаборатория, предустрой. Они делают кубиковый отбор. Дошкольные учреждения – объекты особого контроля для надзорных органов. Критериев оценки много. Тщательной проверке подвергается все, начиная от качества строительных материалов, их пригодности, охраны труда и безопасности строителей до соблюдения сроков и качества проводимых работ. Здесь ясельные группы, пищеблок, Бассейн. бассейн, да. Современное здание детского сада рассчитано на 12 групп детей. Это 220 человек. Возводить здание начали еще в конце лета 2019-го. Здесь уже проделан огромный фронт работ. Дело осталось за малым. До официального открытия объекта считанные месяцы. Начали мы где-то в августе. Окончание этого садика где-то до конца февраля. Облицовываем стены, фасад облицовываем, потом внутренние работы выполняются, шпаклевка, укладка плит с керамической плитки, электропроводку там завершаем. Последние штрихи наводят и в этом детском саду в районе новостроек. Он стал следующим на пути у проверяющих. Это такое же типовое здание. Единственное отличие в том, что здесь внутренние строительные работы практически завершены. Сейчас все внимание направлено на благоустройство дворовой части. Газ пациент сразу Строительство детских садов начато в рамках нацпроекта «Демография». К слову, это только один из 12 проектов, которые действуют в республике. Контроль за их осуществлением и курирует Ингушское отделение партии «Единая Россия». Проверкой комиссия в целом довольна, но не обошлось без мелких недочетов, которые, впрочем, не повлияли на качество объектов. Проверили мы наличие документации на счет пробы, взятия проб, сертификаты соответствия. Сейчас мы находимся на тот же подрядчик на садике, так называемом, в районе новостроек. Как видите, тут работа почти процентов на 90 выполнена. И срок сдачи где-то в апреле месяце. И я думаю, что они ложатся. Тоже, как вы видите, работа выполнена на должном, хорошем уровне. Ход строительства социально значимых объектов Гамурзеева, качество материалов и выполняемых работ и дальше будет контролироваться. Следующими на пути у инспекторов станет Альтеевский административный округ Назрани. Тамара Хашагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24. Премьер Ингушетии проинспектировал строящиеся соцобъекты республики. Он побывал на площадке строительства здания психоневрологической больницы в Плиеве. Четырехэтажное здание больницы рассчитано на 100 посещений в смену со стационаром на 150 коек. Суриков поставил задачу строго следить за качеством проводимых работ на стройплощадке. До конца текущего года объект будет введен в эксплуатацию. Также он посетил Малгобекскую центральную районную больницу. Медучреждение функционирует с 1978
года. Стационарная медпомощь оказывается в 10 отделениях больницы, где лечебно-диагностический процесс обеспечивается 5 диагностическими и лечебно-вспомогательными отделениями, оснащенными современным медицинским оборудованием. Среди основных недочетов выделили перебой в работе лифтового оборудования. Суриков поручил своему заместителю устранить данную проблему в кратчайшие сроки. Одно из ключевых направлений борьбы с экстремизмом – проведение профилактической работы среди молодежи. Именно молодое поколение в силу ряда различных факторов наиболее подвержено негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. В топливно-энергетическом колледже Нижних Очелуков сегодня прошло мероприятие при участии представителей духовенства и работников правоохранительных органов. Учащимся рассказали, где скрывается ложь, а за кем правда. Репортаж Микаэла Тангиева. Есть красивые слова. Мишура. Специально делается так. 50% правды, а 50% или 150 лжи. Заворачивается в красивую обертку и дается. Вот для этого уж как раз развлечение. Сохраните свой разум. Правильно усвоенные знания и ближайшее окружение во многом формируют человека как личность в современном обществе, уверены гости сегодняшнего мероприятия. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Эта пословица актуальна как никогда. Поэтому, чтобы не попасть под пагубное влияние лжеидеологов, учащимся настоятельно рекомендуют огородить себя от сомнительных знакомых и полностью сконцентрироваться на учебе. Когда вам делают замечания, вы почему-то сильно обижаетесь, вместо того, чтобы осознать свое поведение и исправиться в лучшую сторону. Родители всегда уверены, что их ребенок самый честный и порядочный, и бывает даже не подозревает о том, как их чадо ведет себя в учебном заведении. Поэтому не подводите своих мам и пап, а вместо этого посвятите свое время учебе. Поводом для проведения очередной беседы со студентами стали недавние трагические события в регионе, когда 2 человек напали на пост ДПС в Магасе, в результате чего 1 сотрудник погиб и 3 получили ранения различной степени тяжести. Дело в том, что один из нападавших, ликвидированных на месте, оказался бывшим студентом колледжа. По словам религиозных деятелей, ничего кроме тяжкого греха он этим поступком не приобрел. Своим поступком этот парень создал проблемы для всех жителей нашего региона. В первую очередь, убив невинного человека, он заслужил себе место в аду. Также он принес горе семье и родственникам убитого, не говоря уже о своих родителях и близких ему людей. Такое страшное преступление ничем нельзя оправдать. Убийство человека в исламе является вторым по тяжести грехом после многобожия. Также в Священном Коране сказано, что грех за лишение жизни одного невинного человека приравнивается к убийству всех людей на земле. По словам религиозных деятелей, никто не имеет права покушаться на чужую жизнь, прикрываясь тем, что совершает богоугодное дело. Убив верующего мусульманина, о каком джихаде на пути Аллаха может вообще идти речь? За все время своей проповеднической миссии пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, всего 1 раз убил неверующего человека в борьбе за религию ислам. Он никогда не выходил на войну без дозволения на то Всевышнего. А за кем следует и чего хотят добиться террористы, остается загадкой для всего человечества. Чаще всего именно в учебных заведениях происходят попытки вербовок молодежи в незаконные ряды. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди понимали, кому стоит прислушиваться, а кого необходимо избегать по мере возможности. Людям внушают неправильную вещь, можно сказать, чушь. И многие парни на этом верят этому и идут, например, очень много ошибок делают, как это было у нас недавно, еще 31 декабря. Я считаю, что терроризм и экстремизм очень пагубно влияет на нашу молодежь. Многие подвижны к этому, так как большее время они сидят в интернетах, читают ненужные статьи. Такие мероприятия очень важны для нас, и от этих мероприятий мы получаем много пользы, так как мы узнаем, что можно, а что нельзя. Регулярные беседы с учащимися образовательных учреждений на тему религиозно-нравственного воспитания – это один из ключевых методов борьбы с экстремизмом и терроризмом. К этому мнению пришли все участники сегодняшнего мероприятия. Цель этой работы – это минимизация подобных проявлений. Цель нашей работы – это профилактика, донесение до юных умов, что религия, что и светская жизнь, светские законы сегодняшней Российской Федерации декларируют мир, дружелюбие и терпимость в обществе.
Впредь подобные встречи будут проводиться раз в месяц в стенах этого и других учебных заведений республики. Экстремизм, ровно как и терроризм, относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений современности. Это не что иное, как насилие для того, чтобы вызвать панику, внушить страх и разрушить государственный порядок. По сути, всему человечеству объявлена война без границ и фронтов. Поэтому борьба с терроризмом, оказание помощи его жертвам и поддержание в мире атмосферы активного неприятия террора требует объединения усилий всего нашего народа. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24. Делегация представителей духовенства Ингушетии, имамы мечети, религиозные деятели посетили Крым. Здесь они поближе познакомились с жизнью мусульманского населения. Ингушская делегация побывала на строительстве новой мечети, которая должна открыть свои двери для прихожан уже очень скоро. Также гости побывали в муфтияте, изучили новые методики взаимодействия с различными религиозными общинами. Ну а цель поездки – укрепление братских отношений между народами. В первую очередь, это, конечно же, выстраивание тесных отношений между мусульманами Крыма и мусульманами Ингушетии. Мы очень благодарны делегации ингушской, так как она включила в себя самых ярких и авторитетных представителей ингушского народа. И, конечно же, для нас это большая честь сегодня принимать, делиться теми возможностями, которые созданы в Крыму для мусульман Крыма, которые мы приобрели после 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией. Естественно, жемчужиной является на всем комплексе тех приобретений, которые мы имеем. Это строительство соборной мечети, это венец от всех наших ожиданий, конечно же, и та мечта мусульман Крыма, которая, наверное, длилась там 20-30 лет, она сегодня реализовывается. И в этом году она будет построена. Мне приятно видеть, что наши братья, крымские татары, сегодня за своей исторической земле развиваются, делают все возможное для того, чтобы развивать свое подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе нравственности, как говорится, добрососедства. Лучшие борцы со всей республики сегодня собрались в Центре олимпийской подготовки. Там прошел республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей. По итогам соревнований будет формироваться сборная Ингушетии на чемпионат СКФО. Репортаж Идриса Ижиева. На ковре в полуфинальной схватке встретились опытные борцы весовой категории 65 килограммов. Борец в красном трико Азраил Нальгиев занимается борьбой вольного стиля много лет. Сегодня ему предстоит вновь бороться за звание первого. Соперники друг другу знакомы, поэтому борьба идет на каждом метре ковра. После нескольких столкновений пришлось вмешаться судьям и посмотреть запись. После затяжной паузы решающий рывок сделал Азраил в конце встречи. Заработав баллы, он все-таки вырвал победу. Я готовился где-то месяца 3. Это чемпионат республики, отборная СКФО. Я хотел попасть на СКФО, и я сейчас в финале. Соперник был хороший, достойный соперник был. Я его выиграл на последних секундах. А за счет чего тебе, по-твоему, ты смог его одолеть? Из-за тренировок еженедельно, каждый день ходил на тренировки, из-за этого я ходил. А вот Рамзану Газдиеву много времени не понадобилось. Спустя 1,5 минуты одолел соперника сухим счетом 8-0. Такая уверенность неспроста, ведь Рамзан достаточно ровно прошел все стадии турнира, попутно одолев 3 соперников. Как, по-твоему, проходил поединок? Из всех, с кем я боролся, мой последний противник был самым, пожалуй, сложным из всех. На турнире собрались лучшие борцы со всей республики. Каждый хочет показать свою лучшую борьбу, поэтому конкуренция запредельная. Бригада судей во главе с Исрапилом Баркинхоевым обеспечивают хорошее судейство в каждом поединке. Борьба проходит интенсивно, поэтому иногда приходится обращаться к видеофиксации. Поединки проходят нормально, есть ошибки, бывают ошибки, но у нас для этого есть просмотр. Мы пересматриваем и вводим правильную оценку. А сегодня вы уже прибегали к просмотру видеоматериала? И не раз, много раз было это такое, что судья может ошибиться, но мы пересмотр делаем и вводим та оценка, которая есть на самом деле. Республиканский турнир по вольной борьбе – отличная возможность проверить свои силы, ведь именно в жесткой конкуренции и выявляются лучшие. Это у нас отборочные соревнования на СКФО, который пройдет 5-9 февраля в Хасавюрте. Здесь формируется команда сборной Ингушетии.
по этим возрастам, 2003-2005 год. Все чемпионы поедут на СКФО, будут готовиться, а потом поедут на СКФО. Ну, я смотрю, здесь много молодых, которые выросли. Прям здесь призеры России по юношам борются. Даже они проиграли другим. Это говорит о том, что у нас растут сейчас все, создают друг другу конкуренцию. Призеров наградят медалями и грамотами. Лучшие получат возможность представлять нашу республику на международной арене в составе сборной Ингушетии. Идрис Ижиев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Сегодня открылась спортивная площадка. Объект носит имя Руслана Катиева, оперуполномоченного, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2013 году. Его деятельность была направлена на борьбу с экстремизмом. Репортаж нашего корреспондента. Перерезав ленту под бурные аплодисменты, глава администрации открывает двери посетителям спортивной площадки. Мини-поле стало подарком для всего села. Как и в профессиональном футболе, перед первым товарищеским матчем звучит гимн Республики Ингушетии и Российской Федерации. На церемонии открытия собрались гости, депутаты, а также друзья и родные погибшего Руслана Катиева. Каждый сегодня хотел отдать дань достойному сыну Ингушетии, который жил и вырос в этом поселении. Данная площадка названа именем, можно сказать, героя, человека, который отдал свою жизнь, защищая нас с вами, Катиев Руслан Багаудинович. Кавалер ордена мужества, человек, который жил здесь, учился среди нас. Площадка будет носить его имя. От лица всех этих депутатов я поздравляю жителей сельского поселения с обретением вот этой вот современной детской спортивной площадки, которая радует глаз, наличие которого нам даст уверенность в том, что дети где-то не шатаются, а именно играют здесь, обретают какие-то нужные, хорошие спортивные навыки и будут задействованы, в хорошем смысле, будут задействованы на этой площадке. Руслан Катиев был оперуполномоченным сотрудником и боролся с терроризмом в нашей республике. Умер при исполнении 27 августа 2013 года во время своего служебного выезда вместе с секретарем Совета Безопасности. Группа экстремистов устроила засаду на автомобиль Руслана. Получив несколько пулевых ранений, он скончался на месте. Отец погибшего сегодня присутствовал на открытии площадки. По его словам, жизнь героя продолжается, пока люди помнят о нем. Мини-поле станет основной площадкой для проведения досуга детей. Например, Магомед Хадзиев, воспитанник спортивной футбольной школы Малгобека, мечтает стать знаменитым футболистом, как земляки Бакаев и Оздоев. Для воплощения своей мечты ему приходилось регулярно ездить со своего села в город. Ограждения не дадут мячу выйти из зоны поля, а источники освещения позволят функционировать площадке целые сутки. Теперь любой желающий может найти время и поиграть в кругу соседей, друзей и родственников в футбол. Михаил Тангиев, Адам Кулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. В Джейракском районе прошел турнир по 3D-стрельбе из лука. В соревнованиях приняли участие 24 человека. Турнир организовала Федерация стрельбы из лука Ингушетии. В зависимости от попадания стрелы в более-менее жизненно важные органы зверя, участник получает от 5 до 11 очков. Подобные турниры проводятся не случайно. Их цель в первую очередь развивать стрельбу из лука в нашей республике, повышение спортивного мастерства, выявление сильных спортсменов для формирования команды. 3D-стрельба из лука в последнее время набирает популярность и большой интерес любителей поохотиться. Суть ее заключается в том, что стреляют в трехмерные резиновые фигуры разных животных в лесном массиве. Лучники проходят трассу, на которой расставлены эти мишени.
Детский хореографический ансамбль «Онгушт» стал лауреатом первой степени 2 фестивалей, которые прошли в Сочи. «Имена России» и «Art Open World». Также коллектив получил специальный приз жюри «Лучшая школа кавказских танцев». Благодаря чему удалось достичь таких результатов и как удивляли публику и жюри наши таланты, расскажет Тамара Хашагульгова. Зал Дома культуры для ансамбля и репетиционная, и основная сцена для выступлений. Ведь настоящей лезгинке нужен простор. За каждым непринужденным движением скрываются долгие часы упорных тренировок. Коллектив только успел вернуться с фестиваля, а уже на репетициях. Ведь времени на передышку нет. Именно благодаря такой слаженности им и удалось стать лауреатами первой степени на фестивале «Имена России» и «Art Open World», а также заполучить специальный приз жюри, как лучшая школа кавказских танцев. На суд зрителей «Онгушт» представил 2 постановки – ингушский праздничный и молодежные танцы. Специальный приз, как лучшая школа кавказских танцев, получает детский хореографический танец «Онгушт». Юным танцорам пришлось выложиться на полную, чтобы стать лучшими среди 20 таких же коллективов, занимающихся исключительно кавказскими танцами. Репетиции по 2 раза в день принесли заслуженный результат. До того, как мы поехали туда, мы полностью поменяли танец, много движений было изменено, но мы смогли их выучить и смогли показать их. Да, там были некоторые ошибки, но мы смогли выступить там, смогли занять там первое место. Но единственное, было легко то, что у нас выступление проходило именно в том месте, где мы проживали. На каждом из этих ребят лежала определенная задача. К примеру, Тимур Кадзоев отвечает за трюковую часть. За легкостью и задором, с которыми он ее представлял, стоят долгие часы тренировок. Но все это остается за кулисами. Перед зрителем все должно происходить синхронно и филигранно, четко и выверенно. У меня в танце был один трюк, называется трюк «щучка». Этот трюк делается, подпрыгнуть, выпрямить ноги, потом сесть плавно на колени. И это очень сложный трюк, и мне не просто это делать. Еще 3 года назад «Онгушт» был простой танцевальной студией. Занимались в ней всего пару ребят на добровольных началах. Но с приходом Саида Катеева многое изменилось. Он набрал команду, и студия превратилась в полноценный ансамбль. К работе Саид подходит с вдохновением. Всю танцевальную программу придумывает и ставит сам. Возможно, поэтому в копилке коллектива победы на танцевальных фестивалях не только республики, но и СКФО, Грузии, а также Баку. Всегда на каждый фестиваль, может быть, привычка это такая, я на каждый фестиваль стараюсь ставить новые танцы, только свои постановки, не чужие, или где-то там взял, где-то здесь взял. Я этого практически не приемлю, никак. Если ставить танец, то ставь своей головой. Музыка, значит, должна быть своя. Думай и работай. Поэтому молодежный танец, я буквально, как мы приехали с Баку, я над этим танцем думал буквально, как вам точное время сказать, 2 месяца минимум. Победа на фестивалях дала коллективу пропуск в международный суперфинал «Гран-при Маэстро», который является итогом фестивального сезона 2019-2020. Он должен пройти уже в апреле в Москве. Еще одно не менее важное выступление для «Онгушта» пройдет в этом же месяце, но уже в Омске, на молодежных дельфийских играх. А значит, времени на отдых практически нет. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.